Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Друзья, наконец-то пятница, на календаре 19 ноября. И этот пятничный эфир с вами проведем мы, Руслан Ачиров и Полина Долинская. Якутия не перестает восхищать всю Россию. Буквально на днях в Пскове пройдет Потапов фест. Это фестиваль, посвященный творчеству нашего режиссера Сергея Потапова. Сегодня об этом мероприятии и о феномене Сергея Потапова мы поговорим с нашими гостями. Василием Слепцовым, директором Государственного театра коренных малочисленных народов Севера, и театральным критиком Алексеем Пудовым. Ну а также судебные приставы здесь также в нашей студии расскажут, чем чревата невыплата алиментов. Ну и по пятничной традиции мы приготовим вкусный, полезный завтрак. В этом нам поможет Андрей Мустяций, шеф-повар. Он приготовит в это утро овсяные блины. Если вы хотите готовить вместе с нами, то вам необходимо приготовить ингредиенты. Вам понадобится столовая ложка меда, 5 столовых ложек овсяных хлопьев, 2 яйца, сметана 100 грамм, немного ягод, немного шоколада 50 грамм буквально и сливочное масло. Ну и, друзья, конечно же, участвуйте вместе с нами в эфирах, рассказывайте, что у вас на завтрак, делитесь своими рецептами, и либо рассказывайте, какие у вас планы на эти выходные. Друзья, по номеру WhatsApp пишите нам 8 914 273 44 88. Ну а по традиции мы начнем с прогноза погоды. Погода, которая у нас за окном. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 18 градусов, в городе Покровске, в Намцах 34, ниже 0. В заречной группе Улусов 26-36 градусов мороза. В южных 19-20, в Вилюйской группе 23-36 со знаком минус. В Нижнеленских теплее сегодня в Жиганске, минус 25 в это утро и минус 37 в Сангаре. В западных минус 15, минус 28 в Колымо-Индигирской группе Улусов, который день наблюдается похолодание в Черском, минус 8 в это утро и минус 30 в Хану и Среднеколымске. В Янских минус 20, минус 24, на северо-западе минус 20, минус 38. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 26 градусов мороза, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Штиль. В течение дня небольшой снегопад обещают синоптики. Ветер северо-западный подует с порывами от 2 до 5 метров в секунду. Днем 24-26 со знаком минус. Сегодня, кстати, праздник у мужчин. Да, мужчин поздравляют. Я думала, только 23-го поздравляют. Да, не только 23-го, но и сегодня, 19 ноября, отмечается Международный день мужчин. Впервые его отпраздновали в 1999 году в республике Тринидад и Тобаго. Ну а впоследствии этот праздник нашел поддержку в других странах Карибского бассейна, Австралии, Северной Америки, Азии, Европы и Организации Объединенных Наций. Всех мужчин поздравляем. Ну и давайте узнаем, какие еще интересные события и даты на сегодняшний день в нашей постоянной рубрике. – 19 ноября, пятница. Сегодня отмечается Международный мужской день. В России – День ракетных войск и артиллерии, День работника стекольной промышленности, Всемирный день туалета. По народному календарю Павел Ледостав. Ледоставом Павла прозвали, потому что считали, что в его день воду в реках и озерах сковывает льдом. По льду на реках судили о будущем урожае. Если лед грудами, то и хлеба будут груды. Если гладко, то и хлеба будет гладко. Если на Павла выпадал снег, это предвещало снежную зиму. Безветренная погода говорила о том, что нужно ждать скорых морозов. Этот день в истории. В 1824 году произошло крупнейшее в истории Санкт-Петербурга наводнение, когда уровень воды в Неве поднялся на 421 сантиметр выше ординара. Именно это катастрофическое наводнение было описано в поэме Пушкина «Медный всадник». В 1942 году в этот день началось контрнаступление советских войск под Сталинградом. Сталинградская битва – одна из крупнейших стратегических операций советских войск в Великой Отечественной войне. Ее кодовое название – «Операция «Уран». Победа советских войск в Сталинградской битве имела огромное политическое и международное
международное значение. Она оказала значительное влияние на развитие движения сопротивления на территории европейских государств. В результате битвы советские вооруженные силы вырвали у противника стратегическую инициативу и удерживали ее до конца войны. В этот день родились Михаил Ломоносов, русский ученый, естествоиспытатель, основатель МГУ. Михаил Калинин, советский политический деятель, всесоюзный староста. Хосе Капабланка, кубинский шахматист, третий чемпион мира, шахматный теоретик. Индира Ганди, индийский политический и государственный деятель. Эмиль Брагинский, советский и российский киносценарист, драматург, писатель. Кельвин Кляйн, американский модельер, основатель компании Кельвин Кляйн. Именины сегодня отмечают Александра, Анатолий, Арсений, Василий, Виктор, Гаврил, Герман, Клавдия, Константин, Никита, Николай, Нина, Павел, Серафима. В эти дни в Якутии работает съемочная группа кинодокументалистов во главе с режиссером и продюсером Данилой Куликовым. Для Данилы это не первые съемки в нашей республике. В частности, его команда занималась съемками фильма «Цифровой алмаз», в котором рассказывались о том, как Якутия еще недавно испытывала трудности с интернетом, а сейчас вышла на лидирующие позиции по цифровым технологиям во всей стране. Сегодня Данила Куликов – гость нашей студии. Доброе утро. Доброе утро. Данил, доброе утро. «Цифровой алмаз» – фильм, который удивил, наверное, многих зрителей. Удивились ли вы, когда узнали, что будете снимать про цифровой бум не где-либо, а в далекой Якутии? Ну, конечно. Это, конечно, было неожиданностью, которая все больше и больше разворачивалась в приятную историю, которую мы с удовольствием осветили и поделились с гражданами не только России, но ей заинтересовались даже в других странах. Несмотря на то, что фильм снят на русском языке. Очень красиво говорят, но ничего не понятно. Вот. Зато людям, которые живут в нашей стране, поскольку это был специфический контент, да, который рассказывает об изменениях в цифре в республике, для многих это было удивлением, в том числе и для нас. И республика находится на очень серьезном уровне по развитию технологий. Собственно, мы снимаем здесь уже третий фильм. Съемки второго продолжаются, а съемки третьего фильма, который мы сейчас сделаем, они являются продолжением неким к первому и рассказывают о развитии связи в республике Саха-Якутия, потому что это тоже очень интересная тема, как связь помогает людям в Якутии выжить, развиваться, становиться известными по всему миру. Но фильм получился очень интересным и смотрибельным. А в чем секрет именно документального кино? Нужно, именно в документальном кино важно понимать целостную картину той темы, которую вы хотите рассказать, и очень точно передать ее зрителю. То есть зритель должен совместно с вами становиться исследователем. Погрузиться вот в эту атмосферу. Да, и вам должна быть искренне интересна тематика обязательно, и те люди, с которыми вы разговариваете. Тогда у вас все получится. Ну и плюс к этому хорошая обработка той информации, которая есть в свободном доступе, которую предоставляют ваши участники картины. Очень важно. Плюс к этому, конечно же, очень немаловажная роль играет команда людей, которые снимают ленту, и их профессионализм, и набор оборудования, который четко соответствует задачам и позволяет делать правильную картинку. Данила, а кроме цифровых технологий, чем еще удивил наш край? Ну, это самое такое, это, я бы так сказал, это микрокопия России в том плане, что 1 миллион человек располагается на 30 миллионах квадратных километров. Самое, наверное, такое в мире соотношение, да, 1285 Люксембургов держит 1 миллион человек. В принципе, территория нашей страны, да, 17,5 миллионов, да, гектаров держит 150 миллионов человек. Ну, то есть это микросрез России, по сути дела, в какой-то эре. И мне очень нравится, как якуты между собой взаимодействуют, что это люди дела, да, при этом с сильными духовными нравственными ценностями, вот, и что люди больше направлены на результат, чем на простое говорение. Это
очень сильно импонирует. Гостеприимство, конечно же, сочетание традиционных ценностей к стремлениям к инновациям, да, и к развитию. Ну, я понимаю абсолютно, я сам родом с Урала, если этого не делать, можно замерзнуть, вот, и остаться где-нибудь посредине тайги. Вот. Эта помощь и взаимовыручка, на мой взгляд, является одним из основных и традиционных критериев успеха республики в современном мире и развития технологий в том числе. Потому что очень хорошо понятно, что делать человеку в минус 60 градусов во время вечной мерзлоты. Можно заниматься IT, очень хорошая альтернатива и абсолютно правильная ставка на то, чем может, поэтому фильм назывался «Цифровой алмаз», да? На то, чем республика может быть, какое может быть конкурентное преимущество, в принципе, в мире. Не только среди других республик, но и перед другими субъектами мировыми. Ну, так скажем, я ожидаю такой Сингапур X10 в течение ближайших 10 лет здесь. Ну, дай бог. Сейчас вы занимаетесь сразу двумя проектами. Вы можете рассказать о них подробнее? Ну, про связь я уже вскользь рассказал. Просто мы покажем его уже в декабре. Он выйдет на различных площадках. Вот. Он касается связи, различных ее аспектов. А один большой проект мы начали снимать в прошлом году. Это фильм называется «Байза». И мы впервые в истории, наверное, российской, пока фильм еще не вышел, в данный момент мы номинированы на лонг-лист Грэмми с саундтреком этой композиции. Да. У нас композитор, который писал музыку для Бэтмен «Начало», «Темный рыцарь», «Фантастические твари, где они обитают». Ну, тоже это русский человек, который 25 лет прожил в Америке. Член Академии Грэмми тоже. Вот, он рассказывает о том, как республика успешно реализует с 2008 года программу реакклиматизации бизонов лесных, которым возраст 10-20 тысяч лет породе, и который в мире осталось всего 10 тысяч особей, причем 4 тысячи из этих особей болеют, и 6 тысяч являются здоровыми, и абсолютно уникальная ситуация, когда Северная Америка и Российская Федерация на внепланетической арене в экологическом смысле вместе борются за живучесть вида в мировом объеме, да, и над некоторыми глобальными проблемами в длинной перспективе, поскольку это не только сохранение вида, а для Якутии здесь оптимальные условия, потому что, как выяснено, бизоны раньше проживали на территории как раз. Это их территория была. Да. Это была их территория, они по перешейку, где сейчас Берингов пролив, перешли, собственно, вместе с уважаемыми лошадками, которые, да, сейчас также проживают на территории республики, являются тоже одним из древнейших, да, видов, ну и также и мамонты, на самом деле. Вот, в плейстоценовую эпоху, что немаловажно. Ну, то есть, во-первых, это историческая, культурная ценность, да, во-вторых, это может быть одним из очень хороших эндемичных животных, которые возродятся. У советских и североамериканских ученых есть уже такой опыт по реакклиматизации, кто не знает, успешный на территории республики Саха-Якутия, овцы, быка и ондатры. Успешно популяции живут, проживают, размножаются. Но также есть еще теория, которая имеет место быть и над которой работают ученые двух стран на данный момент. Это то, что большая популяция данного вида животных может способствовать сдерживанию глобального потепления за счет того, что данный вид, это как теория, да, может быть эндемиком, который переносит определенные виды культуры и способствует сохранению вечной мерзлоты под почвой благодаря своей жизнедеятельности. Но мы будем с нетерпением ждать, когда уже это выйдет на большие экраны. Ну и, конечно же, желаем вам дальнейших успехов. Спасибо. Ну, а мы двигаемся далее. А прямо сейчас к нам присоединяется наш новостной обозреватель Кристина Якупова. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Якутия! Лед еще не встал, но якутяне уже спешат переправиться на тот берег. Причем не только пешком, но уже и на авто. И это несмотря на запреты и риск для собственной жизни.
Так, в нашем эфире в рамках включения Slow ТВ с переправы Якутск-Нижний Бестях камеры видеонаблюдения в прямом эфире зафиксировали нарушителей. Было видно, что транспорт по дороге едва не застрял среди неокрепшего льда, и обеим машинам пришлось вернуться назад. Мастерицы со всей республики сшили уникальный ковер, тем самым внесли вклад в обеспечение экологической безопасности и идеи защиты окружающей среды. Ковер длиной в 2,5 метра и шириной в 1,5 метра сшит в традиционной технике кыбыты. Произведения из 18 районов республики транслируют идею сохранения природы, они сотканы из материала сукно. Данный материал отличается плотностью, экологичностью и долговечностью. Сегодня во время мероприятия, посвященного теме «Природа и человек», якутские мастерицы передали ковер в дар музею имени Емельяна Ярославского. Идея ковра, оно сподвигло произведение Сергея Афанасьевича Зверева «Кылола Айкаланяка Артайга». Вот когда читаешь вот такие произведения, вообще в жизни, в истории всего мира, вот когда переходят такие сложные времена, мы обращаемся к народной мудрости и народному фольклору. И в данном случае вот это произведение, и там он даже очень точно описывает, как чувствует природа, как дышит природа после пожара. Вот когда вот прочитала эти строки, меня вообще вот как-то это меня взбудоражило, можно сказать. И мы вот решили сказать свое слово посредством доступного нам способа, наглядного, чтобы оно вот было такое вечное произведение. 10-й ежегодный фестиваль «Зима» начинается с Якутии и пройдет с 26 ноября по 5 декабря в гибридном формате. В этом году жителей и гостей республики ждет множество увлекательных новогодних мероприятий. Впервые состоится арт-шоу «The Snow Queen in Якутия», конкурс на лучший фото и видеоконтент, охота на северное сияние, заплыв клуба здорового образа жизни «Саха-Маржи», мультимедийный проект «Зимняя сказка» по мотивам якутских народных сказок от музея «Россия. Моя история», тематические мастер-классы, виртуальные выставки и фотовыставки. Самым ярким событием фестиваля 1 декабря по традиции станет зажжение новогодней елки на главных площадях столицы республики. По многолетней традиции именно в Якутии зажигается первая новогодняя елка в России. В сельской местности и в городе очень многие предпочитают в зимний период заготавливать питьевой лед. Ну и каждый год, как только окрепнет лед, якутяне выезжают на его заготовку. Буквально на днях я также поучаствовал в одном таком событии. Доброе утро, уважаемые телезрители. Мы сейчас находимся в селе Магарас, где происходит заготовка питьевого льда. И причем не просто заготовка, а именно благотворительная. Вот сейчас началась благотворительная акция «Заготовка льда» для пожилых и одиноких женщин, одиноко проживающих женщин. Акция ежегодная. Обычно участвуют представители организаций и члены общественной организации отцов. Вот те льды, которые видны, это уже частные лица сами себе заготовили. Когда вот сначала готовишь, вот смотришь, да, желтоватый оттенок есть. Это ранние льды. А сейчас мы из старых чардатов, чардат это, как говорится, лунка, да? Оттуда берем. Она уже вот чистая, без желтизны в основном. И поэтому вот, ну, такой, кристально чистая вода будет. А в течение зимы вот так вот лед стоит здесь, и просто по мере необходимости жители выходят и забирают себе домой, да? Да. И весной, если там остается, там обычно бывает уже, ну, начинает таять, уже кто угодно может взять. Или вот сами себе вот в булусы и вот подвалы заготавливают на лето. Ну, ложат на лето, потом летом оттуда достают и пьют тоже чистую воду.
каждый год уже традиция, да, вот с пожилым. И вот мы со стороны работников центра досуга готовим горячий суп и чай. Отлично. А что сегодня в меню? Суп какой? Суп, борщ. Борщ Да. и чай. Да. С каким дворам оказывается помощь? 15 семей получает 15 семей. помощь. А вообще сколько человек задействовано? Здесь у нас все работники трудовых коллективов, детский сад, пожарная часть, средняя школа и индивидуальные предприниматели. Насколько вот, допустим, доставка льда облегчает вам? Конечно, облегчает, тем более у меня этого мужика нету, пока зятя нету, поэтому все время наши выпускники или наша вот администрация всегда помогает. Примерно насколько хватает вот такого Это прицепа? мне на всю хватает, потому что у меня емкость и водовоз, и это на это питание все хватает. А, то есть это все на всю зиму? Вот, На зиму это все хватает. Да, ну а полный сюжет вы увидите в ближайших выпусках передачи «Испытано на себе». Вот и очень интересно, вот, мужчины заготавливают лед, и при этом у них и физическая нагрузка, и еще и полезное дело они совершают. И, кстати, недавно ученые выявили, что 15 минут простых упражнений поможет снизить преждевременную смерть аж на 22%. К такому выводу вот как раз-таки пришли ученые. Ну и при этом зарядка и занятия спортом, они крайне важны для каждого из людей. А интересно, есть ли такие виды упражнений, которые полезны и всем возрастам, и женщинам, и мужчинам, и пожилым, и детям? Да, конечно, йога – это то самое универсальное средство, которое подойдет на любой возраст, и по потребностям каждого можно подобрать себе необходимый комплекс упражнений. Ну, а после того, как пережившие пандемию фитнес-центры начинают снова открываться и приходить в чувство, так скажем, в одной из студий побывала наша коллега Туяра Филиппова. Несмотря на введенные ограничительные меры, фитнес и йога-студии не пустуют. Соскучившись во времени рабочих дней по своим асанам и инструкторам, девушки приступили к занятиям. На самом деле, все-таки такое ощущение, что как будто заново. Как будто все заново, мышцы помнят, а соединение мозга с телом, его как такового я пока не чувствую. Но, как уверяют опытные инструкторы, единение тела с духом обязательно придет, хотя для многих это довольно долгий процесс. Но для тех, кто пришел и доверился, йога может помочь изменить не только тело, но и всю жизнь. Они открываются, мне очень нравится их доверие, особенно как преподавателю. Я спрашиваю обычно, что вы ждете от йоги? Кто-то говорит, у меня есть мечта, допустим, стать матерью. Йога в этом тоже помогает. Я рада, потому что мне одна девушка написала года через 2. Говорит, все собиралась вам написать, ее ребеночку 8 месяцев. И она говорит, благодаря йоге. Кто-то постройнел с 54 размера до 48. Йога действительно помогает стать стройными, убрать отеки, подтянуть рельеф. И самое главное, мы же все стремимся быть молодыми, и чтобы альтернативу косметологическим каким-то процедурам мы можем заменить еще и дополнительной йогой. Гибкости и грациозности Кыданы Давыдовой могут позавидовать 20-летние. Мастерица и рукодельница с детства была дружна со спортом, занималась танцами, стрельбой из лука, но именно придя на йогу, нашла гармонию в своей жизни. Йога, она еще не просто как бы физически тебя поддерживает, а он служит эмоциональной разгрузкой. Очень много связано вот с дыханием. И вот самое главное, это вот, я говорю, вот успокоение ума, и тогда, когда даже у человека проблемы какие-то, он находит спокойно выход. Хотя йогой может заниматься любой, независимо от пола и возраста, в Якутске больше предпочитают медитировать все-таки женщины. И направление йоги тоже на выбор, от традиционных хатка и кундалини до модной сейчас аэро-йоги. Владелец клуба изначально задался целью организовать место силы для прекрасной половины человечества. На опыте десятилетнем мы посмотрели, да, так, проанализировали и сделали вот такой анализ и вывод, то, что необходимо женское пространство, где могут женщины прийти куда-то без стеснений, да, спокойно позаниматься спортом, поговорить со своими подругами, что-то обсудить. Найти единомышленников даже в хобби важно для каждого, и особенно сейчас, в это непростое время. Кстати, именно фитнес-индустрия сильнее всего из сферы спорта пострадала в пандемию. Пандемия на самом деле сильно повлияла, очень сильно.
Если брать показатели также прошлых лет, 2017, 2018, 2019 года, то где-то на процентов 30 где-то идет такая просадочка. Несмотря на трудности, в планах у фитнес-студии не только вернуть людей в залы, но и нарастить число занимающихся спортом. Мы не стараемся привлекать клиентов с других фитнес-центров, с других фитнес-студий или еще что-то. У меня конкретная идея идет расширение рынка фитнес-индустрии. Если у нас где-то 10% якутян заинтересованы в выздоровлении, да, в массовом спорте, то моя задача повысить это до 15, до 20% и так далее. Да, чтобы не просто мы брали клиентов одних и тех же, да, эти 10% и между собой делили, а брали и увеличивали этот процент. Вот. И мы со многими ребятами из других фитнес-клубов общаемся тоже, ведем, не все, конечно, да, там кто-то это понимает, но ведем какую-то совместную работу и пытаемся расширить вот этот процент населения, вовлеченный в спорт. В преддверии Всемирного дня ребенка, который отмечают ежегодно 20 ноября, мы решили встретиться с теми, кто по долгу службы ежедневно защищает их права и отстаивает законные интересы. О тонкостях работы в области исполнения судебных решений в пользу несовершеннолетних детей мы поговорим сегодня с нашим гостем. Наталья Григорьева, временно исполняющая обязанности руководителя Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха-Якутия. Наталья Николаевна, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Скажите, взыскание алиментов является одним из приоритетных направлений деятельности судебных приставов. Расскажите, можете рассказать об этом поподробнее? Действительно, исполнительные документы о взыскании алиментов на содержание детей в силу своей социальной направленности одна из самых важных категорий наших исполнительных документов, в отношении которых ведется исполнительное производство. Хотя доля их в общей массе исполнительных производств может быть не такая большая, чуть больше 1%. Вообще у нас так. На исполнении находится 850 тысяч исполнительных документов. Со всей республики? Со всей республики. Алименты там занимают 10,5 тысяч. Это приблизительно похожее каждый год количество исполнительных документов. Вот такое вот. И есть у нас они в каждом районе республики, в каждом подразделении, да, и мы занимаемся принудительным исполнением. Это когда уже наш должник добровольно не исполняет свои обязанности. А вот какие меры воздействия применяются к должникам по алиментам? Первоначально, да, судебный пристав-исполнитель, он занят установлением места получения дохода. Это периодические платежи, ежемесячно удерживаются с доходов, заработной платы, с пенсии, да, с иных доходов. Если нету дохода, да, судебный пристав работает со счетами должников. У нас электронный документооборот со всеми банками, да, мы видим все счета должника. Деньги собираются оттуда. Выводится задолженность по неуплате, деньги считываются. Если и этого не происходит, тогда судебный пристав, выведя задолженность, да, сумму определенную, обращает взыскание на имущество должника. Имущество арестовывается, продается, за счет этого погашаются долги. А вот привлекаются ли должники к обязательствам, какой-то ответственности, может, уголовной? На самом деле, первоначально вообще судебный пристав долго работает с такими должниками недобросовестными, да. У нас есть варианты ограничения прав. Это ограничение права на выезд за пределы Российской Федерации. Например, в этом году у нас ограничено в таком праве более 5000 должников. И вот за этот же период такие должники выплатили, видимо, чтобы выехать, я так понимаю, да, 7,5 миллионов. Рублей за погашение задолженности, чтобы у них погасить задолженность. Вообще, в целом, в этом году у нас взыскано именно алиментов, да, на погашение задолженности по алиментам более 209 миллионов рублей, и это на 24 миллиона, где-то больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Есть такое же ограничение на право пользования специальным правом, то есть на управление транспортными средствами, любыми, автотранспортом, самолетами, я не знаю, самоходными машинами. То есть тоже. изымается водительское удостоверение? Да, запрещается пользоваться, если потом должник будет пользоваться, он привлекается к ответственности. Если это не помогает, есть у нас, конечно, еще имущественная ответственность, то есть выводится сумма задолженности, с нее взыскивается штрафная санкция, исполнительский сбор, да, доход бюджета федерального. Если более 2 месяцев не платит должник, да, его можно привлечь к административной ответственности по статье 535.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Там у нас ответственность какая? Вплоть до административного ареста до 15 суток, штраф до 20 тысяч рублей и обязательной работы. Выбирается вариант. Если и после этого 2 месяца прошло и опять не платит, то тут вопрос решается уже о привлечении должника к уголовной ответственности по статье 157 Уголовного кодекса, опять же, Российской Федерации. И там, конечно, пожестче наказание, да, там вплоть до лишения свободы до 1 года.
А скажите, а вот даже если отбыл уголовное наказание, а потом долги, получается, снимаются, или же он все равно остается должником? Вот даже если привлекли к уголовной ответственности, никто не освобождается от обязанности по уплате. Задолженность это копится. И вообще даже когда ребенок достигает совершеннолетия, это же длительного характера у нас исполнительные документы, до 18-летия, да, ребенка. Даже если вот он не платил там, или платил частями, задолженность осталась, ребенок достиг совершеннолетия, выводится сумма задолженности, то есть все, что не доплатил за этот период, да, и эта задолженность отдельно взыскивается все равно. Ну и само по себе привлечение к уголовной ответственности, оно может быть и неоднократно. У нас есть такие должники, которых и по второму разу пришлось привлечь, и даже есть там, по третьему разу привлекаются. А что делать, если действительно сам должник, гол как сокол просто, нечего с него взять? Ни имущества нет, ни водительских удостоверений, его только ни работы. Будет привлекаться к уголовной ответственности, там у нас будут варианты принудительных работ, исправительных работ. Все равно алименты – это такая обязанность должника, от которой он не может освободиться там, по своему какому-то желанию. Будем взыскивать. Ну и последний вопрос, как узнать, есть ли задолженность? Ну, самый простой вариант, это давно распространенный такой ресурс есть на сайте Федеральной службы судебных приставов r14.fssp.gov.ru. Это банк данных исполнительных производств. Вот чтобы узнать, должен ли человек, да, ну, мы говорим сейчас про физических лиц, да, достаточно вбить туда фамилию, имя, отчество, дату рождения. Вообще такой ресурс показывает наличие исполнительных производств на территории всей Российской Федерации, не только у нас в республике. Здесь вобьете, узнаете все. И там можно увидеть сущность задолженности, алименты, например, налоги, может быть, там, штрафы, да, размер и контакты судебного пристава исполнителя, который ведет это исполнительное производство. То есть в каком отделении возбуждено, например, Якутский городской отдел, да, и тот пристав и его телефон. Во-вторых, на едином портале госуслуг есть очень хорошая и удобная возможность для сторон исполнительного производства, хоть для должника, хоть для взыскателя, получить данные о ходе исполнительного производства. Там больше 30 типовых обращений можно подать и получить отклик, да, получить информацию о том, какие действия приняты, да, какие постановления вынесены, в том числе там, объявлен ли розыск, например, должника, если он скрывается, тоже такой вариант есть, да, или там узнать, какая задолженность накопилась, или узнать, есть ли ограничения какие-то, вот, про которые мы с вами говорили, да. Там более 70% вот таких запросов, да, отклик мгновенный, практически менее 3 секунд. На самом деле. Ну, а еще у нас есть группа телефонного обслуживания. Можно набрать телефон, да, если не заходить на эти сайты, и у них уточнить уже дежурного судебного пристава о наличии исполнительного производства по телефону 31 96 97 в любое время. Большое спасибо. Да, это спасибо большое за действительно такую развернутую важная, информацию. интересная информация, и она будет многим полезна. Ну, а мы, друзья, двигаемся далее. Самое время позавтракать. В начале нашего эфира мы предложили вам подготовить необходимые ингредиенты для нашего полезного и вкусного завтрака, который нам приготовит шеф-повар Андрей Мустяци. Всем доброе утро! Сегодня приготовим вкусный и полезный завтрак, овсяные блинчики с сметанным кремом и свежими ягодами. Ну что, приступим к приготовлению. Для этого нам понадобятся овсяные хлопья. Я их уже предварительно измельчил в блендере. Добавляем их в мисочку, тут 5-6 столовых ложек, 2 яйца, буквально щепоточку соли, ложка меда чайная, так, перемешиваем до однородной консистенции и даем набухнуть буквально 5-6 минут. Тем временем сделаем крем. Возьмем сметану примерно жирности 15%, свежие ягоды и немного меда. Этот завтрак подойдет для всей семьи, очень быстрый и простой в приготовлении. Вот, не отнимет у вас много времени и зарядит бодростью на целый день. Так, в принципе, наш крем готов. Итак, приступим к приготовлению наших оладьев. На разогретую сковороду налили немного масла растительного и буквально 1
ложечку нашего теста и обжариваем на среднем огне до золотистой корочки, буквально 1-2 минуты с каждой стороны. Так, наши оладьи поджарились, самое время перевернуть. Вот такой золотистая корочка, такая красивая у нас получается. В принципе, их можно даже обжаривать без масла на антипригарной сковороде. Тоже получится очень неплохо. Так как мы жарим наши оладьи без масла, они относительно не калорийные, поэтому для тех, кто придерживается правильного питания, будет самое то. Итак, наши оладьи готовы. Выкладываем их на тарелочку. Так, и сейчас на водяной бане растопим шоколад. Но это уже по желанию. Так, насыпаем шоколад и кусочек сливочного масла. Ждем, пока все это растопится. Пока растапливается шоколад, займемся сборкой нашего блюда. Так, на тарелочку выкладываем один оладушек. Смазываем нашим сметанным кремом с ягодами. Можно сметанный крем заменить на творожный сыр или на ваш любимый топпинг. Так, сверху второй. Также смазываем кремом. Сверху третий. Еще немного крема. Украшаем ягодами. Листиками мяты. Так, наш шоколад растопился. И можно украсить еще растопленным шоколадом. Итак, наш вкусный и полезный завтрак готов, а я желаю вам приятного аппетита и хорошего дня. Полезный завтрак — это, конечно, отлично. Но вот, глядя на нас, вы можете, наверное, понять, кто полезный завтрак кушает и кто не очень полезный. Потому что иногда хочется даже побаловать себя чем-то таким сладеньким. Но вот у этого, думаю, нет проблем у семьи Шмаковых из города Ленска. Их мама с недавних пор занялась кондитерским делом. И каждый день девушка балует мужа и детей разнообразной, вкусной и свежей выпечкой. Наши ленские коллеги побывали на кухне Натальи и попробовали ее произведение искусства. Зефиро-сэндвич и домашний зефир, меринговый рулет и бисквитный торт. Что может быть вкуснее маминой домашней выпечки? Девочки, дочки героини нашего сюжета, ели бы эту вкуснятину каждый день. Мне больше нравится зефиро-сэндвич и мамин рулет с вишней. Любит Виктория и ее младшая сестра и помогать маме. Девочки занимаются украшением готовых кондитерских изделий. Я люблю разукрашивать пряники и делать заготовки для пряников. Нравится тебе вообще этим заниматься? Мне да. А ты не хочешь стать кондитером? Я думала, но не хочу. Я буду художником и буду помогать маме рисовать торты. Домашней выпечкой Наталья занимается 3 года. Все началось с приготовления торта на день рождения старшей дочери. Процесс ее так увлек и понравился, что девушка решила подробнее ознакомиться с миром кондитером. Потом в дальнейшем я начала заниматься пряниками. С ребятишками сидели, занимались в новогодние праздники пряниками. Также потом начала обучение пряничному искусству. Как бы потихонечку тоже начинаю развивать это направление. Но в этом году мне захотелось узнать что-то больше. И вплотную занялась буквально месяца 2 назад. Я увидела курсы по зефирной флористике. Свое искусство в этом деле Наталья нам продемонстрировала во время нашей съемки. Буквально на глазах она приготовила зефир-сэндвич. Это печенье, внутри которого домашний зефир.
Все, зефир готов. Теперь мы его будем отсаживать. За короткое время сотворила вкусный букет сирени. Его составляющие – продукты, доступные для каждого. Это домашние вафли, которые Наталья приготовила заранее, сгущенное молоко и зефир со вкусом своей домашней черной смородины. Зефир я выбрала, потому что мне нравится его натуральность, то есть изготавливаю я его только из натуральных продуктов, без красителей, без химии. То есть это яблоки, смородина, которая придает цвет зефиру, и немножко можно присыпать. Присыпка, которая тоже идет пищевая. На приготовление зефира уходит около 3 часов. На изготовление торта – сутки. Пряники занимают времени поменьше. Торты Наталья печет любой сложности, расписывает вручную. Процесс долгий и кропотливый. Результат впечатляет. Пока девушка творит для своих детей, кормит сладостями их друзей, своих подруг и, конечно, родителей. В планах открыть свое дело и сделать свою жизнь и жизнь близких еще слаще и разнообразнее. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. С 26 ноября по 1 декабря 2021 года в Псковском академическом театре драмы имени Александра Сергеевича Пушкина начинается уникальный проект «Потапов Фест», который посвящен нашему земляку, талантливому режиссеру театра и кино, заслуженному деятелю искусства Республики Саха-Якутия Сергею Потапову. Инициаторами проекта «Потапов Фест» выступил Псковский академический театр драмы имени Александра Сергеевича Пушкина и Министерство культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. И сегодня поподробнее об этом уникальном мероприятии расскажут наши гости. Это Василий Слепцов, директор Государственного театра коренных малочисленных народов Севера, и театральный критик Алексей Пудов. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну и первый вопрос. Почему Потапов и почему Псков? Почему Потапов и почему Псков? Дело в том, что Сергей Потапов ставит спектакль в театре драмы имени Александра Сергеевича Пушкина в городе Пскове. И, как мне кажется, они решили придать этому, более такой ажиотаж, наверное, потому что, как мы все знаем, Сергей очень много ставит за пределами нашей республики, да и России в целом, он за рубежом ставит. Вот, и они приурочили данный фестиваль к постановке Сергея Потапова, премьера которого состоится 27 ноября в городе Пскове. Вот. А как создавалась программа фестиваля? Да, мы об этом поговорим чуть позже. Сейчас мы буквально прервемся на небольшую паузу. Оставайтесь с нами. Закажи технологичную одежду и обувь Columbia со скидкой 15% и получи бесплатную доставку по городу и республике. Звони по номеру 8 914. Но я вам конкретно не скажу, кто создавал программу. В любом случае, это сам Сергей. Организатором выступил руководитель театра драмы города Пскова Дмитрий Месхиев. И также Юрий Куприянов, наш министр культуры. Я думаю, они все втроем это сообща сделали, программу. Алексей, вопрос будет к вам. Можете ли вы рассказать, чем вообще примечательно творчество именно режиссера Потапова? Почему он настолько востребован и у нас, и во многих других национальных и русских театрах страны, и зарубежья? Спасибо. В настоящее время культурная ситуация настолько динамично стала, да? Она изменчива, что национальный театр находится в поиске новой своей эстетики. Наверное, надо задуматься им всем, кто придет, молодой зритель. Сегодня ему сейчас 10-16 лет, да? Но через 10-20 лет они же будут заполнять эти новые театры. И мне кажется, нам повезло, что есть такой режиссер, как Сергей Станиславович Потапов, который, мне кажется, нащупал эту новую эстетику. И она стала привлекательна и близка для молодежи в том числе. И мне кажется, что его приглашают, он действительно сейчас очень популярен у нас в России, даже в ближнем зарубежье, да. И вполне возможно, что он будет востребован и даже где-то там. У него есть такие мечты, что он хотел бы поставить спектакли и на родине Шекспира, и еще где-то, может быть, дальше. Да? Мне кажется, у него это может получиться. А как бы вы характеризовали его режиссерский стиль?
Да, вот мне кажется, вот основная проблема, которую он поднимает, это вот немножко научно будет звучать, экзистенциальный выбор современного человека. Ну, это тот же самый вопрос, быть или не быть, гамлетовский, да? Однако в современных реалиях. Да, только в современных реалиях. И действительно, ему получается вот так телескопически приблизить любую тему, хоть она удалена, как до Шекспира там больше 300 лет, да, но он делает ее так, что и молодой зритель, и пожилой зритель найдет что-то свое вот в этом. Вот это, мне кажется, очень уникально. Ну и плюс это то, что вот у него есть такая потаповская ирония, он часто сам скрывается. Я ее вообще называю играющий режиссер, он как бы играет со зрителем, играет сам собой, ему самому становится интересно, поэтому никто не остается равнодушным к его спектаклям. Это либо любовь с первого взгляда, либо неприязнь. Либо ненависть навсегда. Ну да, действительно, Сергей Потапов такой неоднозначный режиссер, потому что даже в современных реалиях он преподносит ту самую классику, которую мы воспринимали иначе. А вот, Василий, вопрос к вам. Вы ведь работали вместе в театре «Гулун». Что вы можете интересного вспомнить, рассказать? Ну и вы были очень плотно и хорошо знакомы с самим Сергеем. Ну, хотелось бы сказать, что Сергей очень трепетно относится к своему делу. Если он назначает репетицию, ну, допустим, в 11 часов, он сам приходит за час, сидит в зале и, видимо, размышляет, думает. Помимо этого, с первых же дней он сразу же поднял всех артистов и начал сделайте вот это, сделайте вот это. И, ну, он уже у себя в голове, эта уже картинка у него была, и он начал это выстраивать. И что самое интересное, полностью подбором музыки Сергей сам занимается. Он пришел с флешкой, так, вот эту музыку включи, вот эту, и вот так он подбирает. Ну и, конечно же, работа по свету, полностью свет он сам выстраивал от начала до конца. И наш коллектив очень благодарен ему, он очень, ну, с ними вообще так, у них контакт такой хороший, интересный. И результат, мне кажется, да, получился шикарный спектакль, там и танцы, там и музыка. Там, ну и, собственно, такой театральная вот эта вся эстетика, да, очень хорошо показана. И вот, получается, национальная тема по драматургии Семена Ермолаева, да, заиграла вот таким светом, что она становится интересна любому. В Пскове вы также будете показывать этот спектакль, верно? Да, 28 ноября мы покажем спектакль. Также по просьбе Сергея Станиславовича Потапова 29 ноября мы еще также покажем концертную программу. А будут ли подобные фесты у нас в республике? Ну, надеемся, что это послужит примером, потому что, как сказал, ну, как многие сказали, что интересно, якутский режиссер, его творчеству посвящает, значит, целый фестиваль, но за пределами республики. Я надеюсь, что и у нас пройдет. Почему? Потому что соорганизаторами данного фестиваля, как уже сказали, является наше Министерство культуры. Министерство культуры в лице нашего министра Юрия Степановича Куприянова очень хорошо поддержали этот проект, выделили финансовые средства нашему учреждению. Это, как вы все знаете, перелет, проживание, суточный. Это, ну, такие расходы довольно-таки большие. И также с Якутии будет участвовать Валентина Романова Чискыры с концертной программой. Также на фестивале будут показаны кинофильмы Сергея. Ну, спасибо вам большое за очень интересную информацию. Надеемся, что фестиваль пройдет хорошо. Ну и, конечно, будем надеяться, что увидим подобный фестиваль у нас в Якутии. Спасибо. Спасибо. Всего хорошего вам дня. Ну, мы двигаемся далее. Прямо сейчас к нам присоединилась наш новостной обозреватель Кристина Якупова.
Дорожники ведут работы для открытия ледовых переправ в республике. Так, на 11-м километре автодороги Умнас-Хатас и 1154-го километра автодороги Лена работы идут по обоим берегам реки на территориях города Якутска и Мегино-Кангаласского района. Со стороны столицы республики завершены подходы к ледовому автозимнику. Сейчас ведутся работы по устройству съездов и трассировки ледового автозимника. Начато намораживание льда с береговой линии при помощи мотопомпы. В Мегино-Кангаласском районе также завершены работы по устройству подходов. Срок открытия для движения транспорта общей массой до 3 тонн намечен на 10 декабря. До 20 тонн 20 декабря, до 30 тонн 28 декабря и до 40 тонн 6 февраля. Центральный банк выпустит памятную серебряную монету к столетию образования Якутской ССР и 390-летия вхождения республики в состав российского государства. Ее можно будет приобрести в банках в следующем году. Работу над монетой номиналом 3 рубля начали в 2018 году. Макет дизайна монеты, одобренный главой республики Айсеном Николаевым, разработали специалисты АГИКИ. Затем его доработали художники Госзнака с учетом технических требований к памятным монетам Банка России. Выставка корейских художниц Пак Ми Йон и О Хён Сук открылась в Якутске в культурном центре «Сергеляхские огни». Экспозиция представила более 30 работ художниц, выполненных в традиционном корейском стиле. Сама же выставка посвящена году культурных обменов между Россией и Республикой Кореей. Увидеть работы корейских художниц можно будет до первых чисел декабря бесплатно. Позже экспозицию увезут в город Покровск Хангаласского района. С Кореей у нас очень такое тесное взаимодействие. Да, буквально пару недель назад наша делегация выезжала в город Ульсан для участия в международном форуме российско-корейском. Мы очень надеемся, что через такие культурные мероприятия, через культурный обмен мы сможем лучше понять культуру других народов, понять их менталитет, увидеть, чем они живут. Якутский пловец Антон Тищенко завоевал 7 медалей Кубка России в категории «Мастерс». Соревнования прошли в Саранске. Якутянин первенствовал в заплывах на 100 и 50 метров брасом, а также в смешанной эстафете комплексным плаванием и в классической эстафете вольным стилем. Помимо этого он стал обладателем серебряных наград в комплексном плавании на 200 метров и смешанной эстафете вольным стилем. Отметим, что Тищенко на этом турнире установил рекорд России на 100-метровке и рекорд Европы в эстафетном смешанном плавании 4 по 50 метров. Благодаря этим показателям якутянин выполнил норматив мастера спорта международного класса. На этом у меня вся информация. Коллеги, передаю вам слово. Спасибо, Кристина. Ну что, дорогие друзья, мы напоминаем, что в течение прямого эфира у нас всегда открыта связь с вами. Это наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. Также перед выходными, перед субботой и воскресеньем мы напоминаем про нашу Instagram-страничку, куда вы также можете отправлять свои предложения, свои пожелания. Ну и, в общем, участвовать, конечно же, в эфирах вместе с нами. Но у нас есть поздравление, которое хотелось бы зачитать. Дорогую любимую внучку Даяну поздравляю с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, счастья. Целую, бабушка Люция, город Покровск. Вот такие очень приятные поздравления к нам поступают на WhatsApp. С удовольствием присоединяемся, отправляем это поздравление в Хангаласский улус. Ну а я от лица женщин нашего телеканала поздравляю сегодня всех мужчин нашей республики с Днем мужчин. Вы наша опора, вы наша защита. Большое вам спасибо за то, что вы есть. Ну и, друзья, если у ваших родных, близких сегодня день рождения, мы также отправляем самые теплые пожелания в ваши дома и квартиры. Ну и надеемся, ваша неделя прошла в хорошем настроении вместе с нами. И увидимся с вами в понедельник. Проведите эти выходные хорошо, в кругу своей семьи, за интересными занятиями. Ну и в понедельник встретимся и поговорим, что же интересное у вас произошло. Увидимся вновь на каналах Якутия 24 и НВК Саха.